Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и о главных темах к этому часу. Международный масштаб и высокий уровень. Как и всегда. Бассейн хороший, просим света добавить, добавляют без проблем. Как в республике проходят игры дружбы, увидел Дмитрий Аринин. Защита национальной безопасности или монополия на рынке цифровой рекламы. Ситуация просто беспрецедентная. В новом законопроекте о рекламе разбиралась Лина Зинатуллина. Петропавловский собор, дом купца Ивана Михляева и Адмиралтейская слобода. Открывается прекрасный вид на Волгу. В Казани презентовали новый туристический маршрут по следам Петра I. Каким он будет, увидела Юлия Гоголева. Они дружат не только с информационными технологиями, но и со спортом. Без спорта не будет здоровья, поэтому для меня это жизнь. Самые яркие моменты первой казанской цифровиады увидела Алия Хайрудинова. Сегодня Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения заместителю руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Александру Игонову. Его отправили в СИЗО до 21 сентября. Напомним, Главное следственное управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по 2 статьям: злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Александр Игонов стал первым фигурантом этого дела. Как сегодня стало известно в суде, для проведения аудита ТЭЦ-1 он навязал одной из фирм договор с подконтрольной ему компанией. Сумму в 5 250 000 рублей прокуратура считает завышенной. Свою вину Игонов не признает. Он утверждает, что на момент заключения договора еще не работал в госучреждении. С назначенной мерой пресечения не согласился. Суд согласился с доводами следствия о том, что, находясь на свободе, Игонов может скрыться от предварительного расследования, также оказать давление на свидетелей по делу, которое в настоящее время еще не допрошено. Кроме того, не все фигуранты уголовного дела в настоящее время установлены и допрошены, то обвиняемый может также сообщить им информацию, которая имеет значение для расследования. Также районный суд сегодня отправил в СИЗО Эльдара Мустафина. Ему предъявлено обвинение в рамках того же уголовного дела, с которым он не согласился. В эти дни в Казани находится 1100 российских и иностранных спортсменов. Это пловцы, синхронисты и прыгуны в воду. В Татарстане продолжаются международные соревнования в рамках игр дружбы. Это новый турнир, который проводится вместо отмененных международных соревнований. Его называют крупнейшим спортивным событием года. Сегодня участники разыграли новый комплект медалей. Сильнейшим составом представлена сборная России, где выступают и татарстанские спортсмены. Тренировку в рамках турнира сегодня провела и сборная синхронисток из ДНР. В атмосферу игр окунулся Дмитрий Аринин. Елизавета Серобабина из Донецкой Народной Республики сейчас вместе с командой отрабатывает свои выступления на играх дружбы. Также синхронистка готовится поступать в Поволжский спортивный университет. В будущем хочет стать тренером. Я поступать в Казань собираюсь. Мне очень нравится этот вид спорта, и я хочу продолжать заниматься. А тут больше я могу развиваться. В Донецкой Народной Республике в целях безопасности бассейны закрыты с февраля. Свои сборы девушки-синхронистки проводили в России. Чтобы подготовиться к играм дружбы, команда приехала в Казань заранее. Для донецких спортсменов игры – это больше, чем просто соревнования. Они для нас прежде всего важны по той причине, что мы спасаем детей. Мы их вывезли из Донецка в данный опасный период. Но, естественно, они не теряют время даром, они занимаются любимым спортом. И, надеюсь, карьера будет только расти от этого. Великолепный прием, великолепные условия. Я думаю, что это мероприятие смело можно сравнить с уровнем чемпионата мира, чемпионата Европы по всем вопросам. Дружеские отношения с донецкими синхронистками у нашей республики установились еще 3 года назад. Девушки периодически приезжают сюда на тренировки и соревнования. Стали с ними дружить, приглашать их в Республику Татарстан, причем брали на себя все затраты по тренировкам, по приезду, по проживанию. Сегодня они проживают в комфортных условиях здесь, в гостинице, в хостеле, вот этого ДВВС. Здесь же кушают. Приехали на 10-дневный сбор. Сейчас на играх дружбы проходят соревнования пловцов. На очереди прыгуны в воду и синхронистки. В первый же день среди юниоров золотую медаль на дистанции 50 метров брасом завоевала челнинка Ралина Галязова. Я очень рада, что я первая. Я выполнила мастер спорта международного класса. Теперь официально. Я очень рада, очень счастлива.
На играх дружбы Татарстан представляют 48 спортсменов, в том числе 4 представителя спортивного клуба «Синтез». Никита Шлейкер сейчас отрабатывает прыжки с трамплина. Его партнер по синхронным прыжкам – серебряный призер Олимпиады в Лондоне Евгений Кузнецов. Как и всегда, бассейн хороший. Но обычно результат не загадывают, но мы будем стараться показать достойные прыжки, которые должны быть мирового уровня. На международные соревнования в Казань приехали участники из 16 стран. Сборную ЮАР представляют молодые перспективные спортсмены. От лица всей команды могу сказать, что Казань абсолютно красивый город. Бассейн тоже замечательный. Условия проживания, питания, все сервисы предоставлены на самом высоком уровне. Игры дружбы будут идти до 2 августа. Во всех дисциплинах предстоит разыграть более 300 комплектов медалей. В активе татарстанцев уже 6 наград разного достоинства. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Более 100 волонтеров Татарстана из движения «Казан Волонтиз» будут помогать оргкомитету 7-х международных спортивных игр «Дети Азии». Они пройдут в Владивостоке с 24 июля по 8 августа. Около 2000 участников из разных стран разыграют медали в 19 видах спорта. Волонтеры будут жить в гостиницах, их обеспечат горячим питанием, экипировкой и бесплатным проездом по городу. Как отмечают, в составе нашей делегации и новички, и те, кто был добровольцем на Казанской университете 2013 года. Это и хорошо, что есть люди, которые были и помнят универсиаду, и были активными волонтерами, а есть те, кто не знают, и это тоже показывает, что наша команда всегда движется вперед, обновляется, появляются новые лица. Мероприятие, которое вам предстоит провести и организовать на другом краю нашей страны, нашей необъятной родины, оно на самом деле к началу марта оставалось единственным международным спортивным мероприятием, которое было запланировано к проведению на территории нашей страны. Но вот Казань, как всегда, немножко опять вклинилась, и мы успели игры дружбы начать чуть-чуть раньше, чем «Дети Азии». Вот поэтому вы туда едете уже как полноценно передавать эстафетную палочку. Почти на 80% выполнена программа капремонта в Татарстане. В завершающей стадии 67 многоквартирных домов. Сегодня об этом сообщил глава Минстроя Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства. Его провел премьер Алексей Песошин. В республиканской программе капремонта 24 стационара. На этой неделе работы завершены в Бугульминской ЦРБ. Остается сдать еще треть больниц. На 60% выполнена программа ремонта летних лагерей, в которую в этом году вошли 6 объектов. Программа обеспечения населения питьевой водой почти достигла экватора. О завершении 2 объектов отчитался Аксубаевский район. В рамках федерального проекта «Чистая вода» строит систему водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлатах. Сейчас в процессе ремонта 107 школ Татарстана. 11 уже готовы к новому учебному году. Марат Айзатуллин напомнил, капремонт объектов образования нужно завершить до 20 августа. Из 22 детских садов остается в работе 20. Выполнение работ составляет 67%. На этой неделе подрядчики отчитались о завершении ремонта дошкольного образовательного учреждения в городе Азнакаево. Программа ремонта пищеблоков 167 образовательных учреждений выполнена на 45% от планового объема строительно-монтажных работ. На этой неделе завершился ремонт в Тюльчинском муниципальном районе. В стране продолжается обсуждение изменений в федеральный закон, который предполагает появление единого оператора наружной рекламы. В первом чтении Госдума его приняла на той неделе. Цель поправок – безопасность и контроль за распространяемой информацией. Есть месяц на внесение предложений. Закон вызвал дискуссию как среди депутатов, так и у представителей рекламного рынка. Одни считают, цифровая наружка сейчас один из самых уязвимых секторов, который нужно защитить. Другие уверены, это приведет к монополизации рынка. Более детально предложение рекламщиков изучила Лена Зинатульна. Предлагается создание единого оператора. Единый федеральный оператор цифровых рекламных конструкций – одно из предложений законопроекта о поправках в закон о рекламе. Оператор получит право устанавливать свои рекламные площади и контролировать чужие в любой точке страны. Речь идет о цифровой наружной рекламе, то есть вот таких медиафасадах. Цель нового законопроекта, по замыслу его авторов, защита национальной безопасности, то есть недопущение на эти экраны угрожающей ей информации. Вот эти вещи будут иметь совершенно другой
другой уровень безопасности, качественно иной, который не позволит, что называется, завладеть эфирным временем, а через него и нанести вред населению страны. Госдума рассмотрела проект 15 июля. Обсуждение получилось жарким и продолжается до сих пор. Закон, по сути, наделяет привилегии одну избранную компанию. Почему она без торгов будет забирать все самые привлекательные места в регионах? Под маркой суверенизации идет фактически попытка передела большого рынка рекламного. Пока в Госдуме спорят, двигатель торговли не сбавляет обороты. Рекламу на этом медиафасаде на Ершова предлагает небольшое казанское агентство. Это их единственная точка. За 4 года работы Валентина Яковлева построила стабильный бизнес, нашла постоянных клиентов. По ее словам, в условиях, которые предложены в законопроекте, многие игроки рынка не выживут. Остальным придется повышать цены. За то, что появится единый оператор, заплатим мы, как агентство, первое. Второе, заплатят рекламодатели, потому что реклама станет дороже. И потребители, я думаю, так как это в любом случае сказывается на себестоимость товара. Ситуация просто беспрецедентная. Так говорит директор уже крупного казанского оператора наружной рекламы, работающего в 90 городах России. Илья Фомин предполагает, приход единого оператора уничтожит конкуренцию. Он вывезет контент на мою же конструкцию, и я еще за это ему должен буду заплатить денег. И при этом, если он захочет, он может и увидеть, что моя конструкция хорошо сдается или продается, он может без каких-либо конкурсов и денег в администрацию поставить вокруг еще 3 конструкции. Ну и, собственно, дождаться, пока нам придется закрыться. Налоги с наружной рекламы сегодня идут в местные бюджеты. В казну Казани компания Ильи Фомина отчисляет около 250 миллионов рублей в год. Как сообщили в мэрии, в городской схеме более 1200 рекламных конструкций. Из них 123 цифровые. Еще 29 видеоэкранов на немуниципальных объектах. На сегодня по результатам торгов действует 1120 договоров с 19 владельцами конструкций. Муниципалитет останется ни с чем, потому что больше в торгах за право установки рекламных конструкций никто участвовать не будет. В рекламных агентствах считают, общая сеть экранов не будет безопаснее, а скорее станет целью номер 1 для хакеров. Как отмечают в торгово-промышленной палате, сегодняшний рекламный рынок выстраивался непросто. Компании брали кредиты, развивались, годами выстраивали взаимодействие с госорганами. Есть ГОСТы определенные, есть безопасность дорожного движения. То есть там очень много вещей, которые надо учитывать и учитываются, когда, казалось бы, просто ставится точка рекламная. Понятно, со стороны государства есть определенные опасения, но, наверное, это можно выстраивать другими способами просто и выходить на взаимодействие с теми игроками основными, которые уже на рынке представлены. Законопроект поддержали 266 депутатов, 95 проголосовали против. Его приняли в первом чтении. Месяц на доработку. Поправки должны быть направлены на то, чтобы отечественный бизнес не пострадал и даже выиграл. Но при этом еще проект постановления прописать, чтобы обязательно слушания провели. Чтобы это публично было, чтобы мы точно знали, что мы позицию сообщества знаем. Мы позицию сообщества знаем. Если поддерживать будем отечественный бизнес, они с нами будут. А если, мы не будем их поддерживать, кто будет тогда с нами? Второе чтение законопроекта запланировано на 13 августа. Сейчас рекламщики обращаются к законодателям со своими предложениями. Лена Знатульна, Вадим Ларионов, Алмаз Един, Данил Филатов, ТНВ Казань. Эти выходные в Татарстане будут жаркими. Как сообщили в гидрометцентре, из-за повышенного атмосферного давления прогнозируется сухая погода. Лишь в отдельных районах возможен небольшой дождь. Температура продолжит повышаться и уже завтра достигнет отметки в 31 градус. В начале новой недели кардинальных изменений погода не преподнесет. Также в районе 30 без существенных осадков. Из-за жаркой погоды в Татарстане сохраняется пожарная опасность лесов. 2 класс присвоен 2 районам – Буинскому и Дрожжановскому. В остальных 43 действует 3 класс. В 37 районах ограничено пребывание в лесах. Отметим, это не запрет посещения, но нельзя заезжать на машине, разводить открытый огонь, бросать мусор, особенно стекло, окурки, спички, пропитанные горючими веществами предметы. Словом, все, что может спровоцировать возгорание сухой травы. 12-летний мальчик спас 3 своих сестер из огня. Эта история произошла в деревне Княбаш Кукмарского района. Дети дома были одни. Экстренные службы вызвали соседей, услышав сигнал пожарного извещателя. Спасателям понадобилось 10 минут, чтобы справиться с огнем, а у Рената Халимова была буквально минута, чтобы вывести сестренок на улицу. Благодаря его решительности в пожаре никто не пострадал. Сейчас район направил в МЧС документы для представления юного кукмарца к награде. Об истории спасения Иван Сарафанов.
закричал пожар. Когда начался пожар, все 4 детей находились дома. Мама была в огороде. Девочки даже не поняли, что произошло. Не растерялся только самый старший 12-летний Ринат. Когда извещатели сработали, я быстренько побежал проверить, есть ли там газовые утечки. А там уже, по-моему, термопод горел. Потом я, не растеряясь, со сестренками вышел, одну держал на руках, она спала. На руках мальчик нес 2-летнюю сестренку. 7-летняя Камиля и 10-летняя Альфина вышли за братом. Он нас вывел на улицу. Я смотрела маленькую сестренку, он побежал за мамой. Ринат признается, ему было очень страшно, но в первую очередь он думал о безопасности сестер. Это и спасло им жизнь. Уже через пару минут их мама не смогла зайти в дом. Документы хотела я вытащить, но сама не смогла зайти. Хотела зайти, но там уже дым был. Пожарных соседей вызвали. Я сама в шоке была. Детей приютили соседи. Они же помогали тушить пожар и поливали крыши ближайших домов. Из пожарного гидранта заполняли тракторную тележку. Из емкости выливали пожарную машину. Кое-какие осталось посуду здесь. Ведра, лопаты. Пожар уничтожил дом и все имущество многодетной семьи. Детей Альфия Халимова воспитывает одна. Муж погиб 3 года назад. Сейчас им предоставили временное жилье. Вот нам дали вот этот дом. Он в хорошем, чистом состоянии. Односельчане семью Халимовых в беде не оставили. Нам вещи дали, добрые люди. Спасибо им большое, помогают. Деньгами тоже помогают, перечислили хорошую сумму. Но на возведение нового дома этой суммы не хватит. Своими силами семья не справится, поэтому просит помощи у неравнодушных людей. Телефон и реквизиты банковской карты вы видите на экране. Снести остов сгоревшего дома и подготовить участок под строительство обещал глава сельского поселения. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Кукмарский район. Сегодня в Адмиралтейской слободе Казани открыли памятник умельцам Бишбалты. Теперь это новая точка экскурсионного маршрута по следам Петра I. Его запустил Национальный музей республики. Напомним, в этом году отмечается 300-летие с момента визита российского императора в Казань и 350-летие со дня его рождения. Сегодня по петровским местам отправились участники форума, который организовало Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество во главе с Анной Громовой. К ним присоединилась Юлия Гоголева. Визит Петра I в Казань в 1722 году стал знаменательным событием для жителей всей Казанской губернии. Он пробыл в Казани всего день. Российский император отметил здесь свое 50-летие. Как рассказывают историки, после этого визита в городе появились новые храмы, началось развитие Адмиралтейства, а спустя 300 лет появился новый туристический маршрут. Петр I остался крайне недоволен качеством сукна, которое производила мануфактура наша государственная. История гласит, в Казани Петр I встретился с купцом и меценатом Иваном Михляевым. На тот момент у него уже была своя суконная мануфактура. После общения с императором ему отписали и казенную. В знак благодарности Михляев на свои средства выстроил один из самых больших и красивых храмов Казани – Петропавловский собор. Открывается прекрасный вид на Волгу. И мы с вами сейчас повернем еще видно колокольню Богоявленской церкви. Святыни Петропавловского собора сегодня увидела и председатель наблюдательного совета фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова. Новый императорский маршрут появился по их инициативе. Одна остановка, мы с вами прогуляемся по улице. А это другая часть Казани, Адмиралтейская слобода. 3 века назад здесь было татарское поселение Бишбалта, что означает 5 топоров. Задолго до приезда в Казань Петр I приказал построить здесь первые 25 кораблей. В честь плотников и столяров сегодня открыли памятник умельцам Бишбалты, который тоже вошел в императорский маршрут. Если мы говорим конкретно про Петра I, очень много желчи со стороны его окружения вызывало именно его близость к народу. И его называли то, что царь-плотник, царь, который своими руками что-то мог сделать. Это вызывало некую такую, как сейчас модно говорить, токсичность в окружающей его среде. Здесь как раз памятник тем людям, которые были своего рода учителями на определенном этапе жизни для Петра Великого. Петр особые надежды возлагал на эти земли, именно на этот народ, потому что, безусловно, татары всегда славились своим трудолюбием, своими профессиональными навыками, и не зря новая точка показа – это вот памятник на месте деревни Бишбалта, которая была ремесленной слободой. То, что делал Петр I,
она начинается с Казани. Наверное, бабушка Петра I Нарышкина сказала: езжайте в Бишбалту, там работают, живут умельцы, которые строят корабли. И с этого начинается открытие морей Петром I. Краеведы и историки надеются, что со временем здесь, в Слободе, возможно, появится и музей «Адмиралтейская верфь». Сегодняшняя экскурсия по императорскому маршруту в Казани была пробной. Первой заняла чуть больше 2 часов. Как ожидается, она будет проходить регулярно по мере поступления заявок от туристических групп. Попасть на маршрут можно через экскурсионное бюро Национального музея. Юлия Гоголева, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. В Татарстане стартовал Всероссийский форум мусульманской молодежи. В этом году он проходит в рамках 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарии. В Казань приехали 150 ребят практически со всех регионов России, а также из Казахстана и Египта. Сегодня их приветствовал муфти республики Камиль Хазрат Семигуллин. В этом году фестиваль полностью поменял формат. Участники представят свои социальные проекты, лучшие из которых будут реализованы. Они должны быть направлены на положительные социальные изменения в обществе. Завтра делегаты отправятся в Древний Болгар, где также будут изучать историю развития ислама в России. Форум в 3 направлениях. Это история, это формирование, работа над различными проектами и, конечно же, религиозный аспект. В этом году мы пригласили как главного спикера большого ученого Салясхара с Египта, Хамдалла Сафти. Это очень здорово, что историю и культуру преподносят молодым людям вот в такой форме. Это очень интересно и очень привлекает. Приехал сюда, чтобы набраться опыта, послушать, о чем говорят другие, рассказать свои идеи, и чтобы таким образом все наши действия шли на благо обществу. Сегодня в Елабужском городище открылся всероссийский турнир «Туган-Батыр» по стрельбе из традиционного лука. Это образ татарского героя, через которого организаторы хотят показать наследие народа. Соревнования приурочили к 1100-летию принятия ислама. Принимает участие 60 лучников из 10 регионов России. Все они в народных исторических костюмах. Лук, стрелы и колчан свои. Стреляют на скорость, с колена и с фронтальной стойки. Для лучников и туристов это не только возможность окунуться в историю Волжской Булгарии, но и отдохнуть на природе. Среди участников есть и женщины, одна из них Айгуль Галиуллина. Стрельбой из лука занимается всего год, но уже чувствует себя уверенно. Первый раз участвую на таком российского уровня соревнованиях. Все очень нравится, организация, город красивый, виды красивые. Мне нравятся дальние дистанции, я дальнобойщица. Короткие тоже стреляю, но мне 55, мне хорошо получает дистанция. Уже во вторник в Казани откроется выставка Архангельского музея, посвященная дворянскому роду князей Юсуповых. Все эти дни в выставочный зал манежа везли и распаковывали эксклюзивные экспонаты. Личные вещи, часть библиотеки и даже ученические рисунки Ирины и Феликса Юсуповых. Они входили в число богатейших помещиков России. Это знатоки и коллекционеры искусства, дипломаты, культурные деятели европейского уровня. О синергии культур в родословной князей Юсуповых в репортаже Артема Комарова. Вот обложка периодического издания с портретом Ирины Александровны. Это княжна Юсупова, она же Романова, на первой странице французского журнала «Мод» начала 20 века. Княжеской семье принадлежало целое издательство в Европе. Каждый из 400 экспонатов выставки еще 2 века назад был внесен в список имущества представителями знатного рода Юсуповых. Даже личная цапля княжеской династии. Письменный прибор входящий, позволяющий очистить перо, приподнимается клюв. Впервые увидят свет более 50 экспонатов. Среди них рисунки Ирины и Феликса Юсуповых. Свое место на выставке займет коллекция книг княжеской семьи. Зарубежные издания, включая эксклюзивные. Это один из томов французского издания, двухтомного издания Корана, перевода такого известного французского востоковеда. Это фамильный герб княжеского рода. В геральдике есть черты мусульманской культуры. Полумесяц, лучник в национальном костюме, в правом углу татарин с соколом. То, как соединялось тюркское и русское, мусульманское и христианское, как оно притворялось, как оно получало свое развитие. Эта тема вообще очень интересная и важная. В центральной части экспозиции представлена коллекция миниатюрных портретов в бронзовых рамах. Новая культура, европейскость, российскость и сохранение при этом родовой памяти о своем ином происхождении.
Этот проект покажет роль знаменитого княжеского рода, возродивших свою родословную, внесших огромный вклад в развитие страны. Семья Юсуповых, их древний род непосредственно представляет интерес для жителей нашей республики, поскольку они связаны с последней царицей Казанского ханства Сюмбике. И, конечно же, новые подробности о жизни Юсуповых, их личные вещи всегда представляют интерес. Выставка коллекции музея усадьбы Архангельская в Казанском манеже откроется 26 августа. Артем Комаров, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Сегодня в Казанском экстрим-парке «Урам» прошел первый IT-фестиваль «Цифровиада». На одной площадке более 1000 специалистов отрасли информационных технологий со всех районов. Это передовая IT-команда республики. Большой праздник посвятили году цифровизации, который объявлен президентом. В Минцифре уверены, хороший айтишник – это физически активный айтишник. Они лучшие в футболе, шахматах, баскетболе и даже в зумбе. Организаторы говорят, «Цифровиада» станет ежегодной. На первом IT-фестивале зумбу станцевала Алия Хайрудинова. Пас, четкое ведение мяча и бросок. Сегодня в парке «Урам» играют не спортсмены. Забивают голы, зарабатывают очки и ведут точный счет IT-специалисты. Раушан Гарипов – финансовый директор. Каждый день планирует, анализирует и прогнозирует. Стараюсь себя держать в форме, так как придерживаюсь правила, то, что в здоровом теле здоровый финансовый менеджмент. Какой-то финт по дороге там был. И так считают все. Первая цифровиада собрала более 1000 айтишников республики. Они разрабатывают программы, проводят интернет в самые отдаленные районы, создают IT-индустрию и видят прямую связь спорта и цифры. Сейчас даже можно все это придумать, программы разные, чтобы анализировать даже спортивные события. Сейчас есть много роботов, которые помогают тренировать. О главных успехах года цифровизации за первые полгода говорят со сцены. 70% госуслуг теперь доступны в электронном виде. Самые долгожданные – это заявление на зачисление ребенка в 1 класс, а также в техникумы и вузы. Интернет тоже стал доступнее. Так, в этом году ко всемирной паутине подключат 100 тысяч домохозяйств. В планах 350 тысяч. Также в республике разработаны более 100 курсов для тех, кто хочет получить цифровую профессию. И мы уверены, что еще будет сделано очень многое, которое даст серьезнейший толчок развития этой отрасли, и не только этой отрасли, а всей экономики в целом. И не только Республики Татарстан, и в целой всей Российской Федерации. Если он человек физически активный, физически развит, он будет хорошо думать. И в этом плане сегодняшнее мероприятие – это свидетельство тому, что айтишники не только могут хорошо работать, но могут хорошо отдыхать и вести здоровый образ жизни. Показательные выступления, мастер-классы, 10 видов соревнований. Самый близкий спорт к IT – шахматы, уверенные участники. Иван Макаров с детства знает, как ходить ладьей, слоном и пешкой. Уже год разрабатывает хранилище данных. В шахматах тоже же, когда играешь, просчитываешь над большое количество ходов. И в IT тоже, когда ты пытаешься что-то написать, какую-то программу, ты тоже должен понимать, что у тебя в конце должно быть. На цифровиаде сдавали и нормы ГТО. Для меня спорт – это образ жизни, плюс сейчас работодатели предоставляют возможность спорта и даже бесплатный фитнес. Пока взрослые состязались, дети лепили, стучали молотком, создавали виртуальные игры. Тут так много всего интересного. Я пока был на немногом из этих, только вот сейчас делаю стринг-арт. До этого раскрашивал брелки. Много увлекательных мест, ГТО прошел. Первая казанская цифровиада стала праздником не только для IT-специалистов, но и для обычных жителей Казани. А те, кто со спортом на «вы», могли присоединиться и станцевать зумбу. Алия Хайрудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Так заканчивается эта неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи. Здравствуйте! В республике сохраняется жаркая и сухая погода. Подробности после небольшой информации. Приятный сюрприз от Данил Мастер. 5% скидка на заказ любой корпусной мебели до конца июля. Порадуйте себя новой кухней или шкафом-купе. Записывайтесь на замер по телефону 2 167 166.
По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небольшая облачность без осадков. Днем около 27 градусов тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Температура днем составит 27 градусов тепла. Небольшая облачность ожидается в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. И здесь жарко, около 28 градусов тепла. В Варске, Кукмаре, Балтаси небольшая облачность и без осадков, около 27 градусов выше нуля. В Болгаре, Держаном, Буинске облачно с прояснениями, без осадков. Днем потеплеет до 26 градусов тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше осадки не ожидаются, а жара сохранится. Днем около 27 градусов. В понедельник температура продолжит повышаться, вероятность осадков минимальная. В Казани переменная облачность и без осадков. Ветер северный слабый. Ночью около 17 градусов тепла. Днем около 27 градусов выше нуля. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 53%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Впереди выходные. Проведите их с пользой. С вами была Гульшат Гельмулина. До свидания.